Ситуация с коронавирусом в республике ухудшается с каждым днем, несмотря на предпринимаемые меры, отмечают на заседании оперштаба. Резкий скачок инфекции начался с 18 июня и продолжается по сей день. За последние 2 дня отмечается незначительное снижение. На госпитализации находится 448 больных. Если в предыдущие дни у нас было 467, и до того было 453. То есть снижение уже вот за 2 дня отмечается сегодня и вчера. Но, конечно, рано говорить, что это снижение истинное. Мы не знаем, что будет дальше. Мы молимся и ждем, чтобы неделю надо так и продержаться. За последние 2 недели у нас коечный фонд увеличился на 37%. По данным Минздрава региона, болеют на сегодняшний день 1216 человек. Из них 768 на амбулаторном лечении, 448 на стационарном. В реанимации находится 39 пациентов. Лиц старше 60 – это 187, что составляет почти 42%. По тестированию, как мы ранее предполагали, мы пытаемся увеличить количество тестирований за сутки. На сегодняшний день это составляет 1355 человек. Положительных при ОПРОП выявлено 57. Создан запас лекарственных препаратов. Он у нас был на амбулаторном лечении до 3 месяцев. Сейчас он сократился, учитывая увеличение больных на амбулаторном лечении до 1,5–2 месяцев. С мая этого года, по информации оперштаба, уже 32 погибших коронавирусом. Махмуд Али Калиматов поручил Росздравнадзору совместно с Минздравом устанавливать причину смерти людей, то есть узнать, применялось ли к больным должное лекарственное обеспечение и уход со стороны врачей. Также глава Ингушетии отметил, что вопрос, связанный с нехваткой кислорода, в больницах решен. В месяц будут поставлять 40 тонн. Но у меня другой вопрос, Андрей Владимирович. Я помню, что направлялись по РКБ, по этим станциям. Может быть, Следственный комитет направили, я не знаю куда. Материалы все касающиеся направленных по тем или иным нарушениям главврачей, которые направлялись Минздравом, прошу очень все материалы проанализировать. Потому что у нас, получается, приезжает, кислорода нет, станция там стоит, здесь стоит. Слушайте, вы прекратите жизнь и смерть это людей-то. Должностные обязаны, давайте выполнять свои. Не можешь тогда, значит, иди. Найди себе другую работу. На сегодняшний день в регионе запрещены все массовые мероприятия. Исполняющая обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Ингушетии подчеркнула, что самыми главными причинами распространения инфекции остаются свадьбы и похороны. По словам Зары Гитагазовой, необходимо на время вернуться к прошлогодней практике. В прошлом году, в мае, я помню, у нас был хороший опыт, главы администрации выявляли активно, у кого намечаются свадьбы на территориях своих поселений. И разговаривали с людьми, если возможно, откладывать на 3–4 месяца, потому что процесс сейчас в ближайшие 2 недели покажет. По нашим расчетам мы сейчас уже на пике, и в ближайшие 2–3 недели, к концу августа, практически пойдет у нас снижение. Поэтому нам надо продержаться вот эти 2–3–4 недели, отложить до 1 сентября свадьбу по мере возможности. Те, которые все-таки не слушаются, проводят, чтобы это было в суженном максимальном формате. То же касается и залов торжеств, выявить на всех территориях городских, муниципальных поселений, кто где этим занимается, переговорить с людьми и фактически составить список. Если глава администрации активно выявит, тогда и наши сотрудники там будут работать вместе с ними. То есть это превентивная работа должна быть. В Роспотребнадзоре считают, что меры безопасности нужно усилить и в мечетях во время пятничных молитв. Возможности вывести людей на улицу. И на входе на территории мечети установить пост, где будут раздаваться маски. Пока вот такое вот, в общем-то, решение штаба должно быть. Я сейчас обращаюсь на штабе ко всем ответственным и обычным нашим жителям. Вопрос в чем? Было сказано, что свадьбы приостановить, перенести. Дома торжеств главам районов, городов было, чтобы они были закрыты, чтобы массово не собирались. Второе и третье. По имамам все мечети я хочу искренне обратиться. Значит, я понимаю, что очень важно, но можно же сделать одну вещь. Распределите места. Я говорю, на вашу ответственность отдаю это.
Я не могу сказать, дадуаквай, рус, дадуаквай, алишо лыжвацо, да, алышка. Ну, если рус дали, ну, определитесь там, значит, маски при входе обязательно. Значит, обязательно обеззараживающие, значит, средства. Ну, в любом случае, за этим надо следить. Дайте во все, там, чтобы были маски, перчатки при необходимости и возьмите обеззараживающие вещи. И имамам обращаясь, ну, возьмите в мечети, расстояние безопасное сделайте. Маски, без масок никого не пускайте. Никого не пускайте. Махмуд Али Калиматов выразил обеспокоенность происходящим и назвал ситуацию с коронавирусом, приобретающей катастрофические масштабы. И без сознательности граждан никакие меры не будут эффективными. Дал майохи, лорли майохи, дарди майохи. Слушайте, я уже не знаю, ну какая-то ответственность-то должна быть. Кто простит этой смерти? Я уже не говорю, иногородний приезжает, слушайте, ну собирается он приехать, ну можно сказать, ты выезжаешь с города, там Ярославля, Москвы, откуда-то, сделай тест. И если у тебя положительно, останься там, лечись. А то приезжай из другого города, всю семью заразил, и правильно Зара Даудовна говорит, да у нас бесполезно это. Мы койки-то сделаем. Когда самый пик у нас был, насколько я статистику посмотрел, там было 12 человек. А сейчас в реанимациях у нас лежат-то 2-3 человека бывало. А в одной больнице до 15-16 в реанимациях лежат тоже. Ермхатсун, катастрофа, вы понимаете? Молодежь, вы пожалейте своих родителей. Стариков пожалейте, дедушку, бабушку пожалейте. Где-то приезжаете откуда-то прям, с моря или там с отдыха, и прямо и приезжаете. Ну, тест сделайте. Все, что зависит от правительства, от Министерства здравоохранения и других служб, будет сделано. Будет сделано. И мы будем это делать. Ну, просим вас, жителей республики, ответственных лиц, поберегите себя, поберегите окружающих. Глава Ингушетии напомнил, что коронавирус не щадит никого, будь то взрослых или детей. Опасная инфекция застала врасплох и его друга. Я работал здесь в прокуратуре, у меня был заместитель. Он прошел со мной путь со стажера на следователя и до зампрокурора субъекта. 44 года. Заболел, и его не стало. 44 года парню. Ребенок 4-5 месяцев остался. И таких вот горечей у каждого у нас есть. И у меня еще есть. Но это меня поразило. 44 года, абсолютно здравый, здоровый человек. За 2 недели заболел и умер. Самый действенный способ защититься от ковида – прививка, отметил глава Ингушетии. В регионе представлены все 3 вида вакцин. Открыто 22 стационарных и 7 передвижных пунктов для прохождения вакцинации. Еще раз убедительно прошу вас, потому что вы здравые люди. Я к вашему разуму обращаюсь, к опыту жизни старейших обращаюсь. Сделайте вакцину. Незамедлительно, с сегодняшнего дня делайте вакцину. Она спасет. Оперштаб призвал жителей воздержаться от пышных свадеб хотя бы до сентября. Главам муниципалитетов и волонтерам необходимо обеспечить безопасность во время траурных мероприятий. Селимхан Калоев, Магомед Шаухалов, Новости 24.